Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто хотел бы с вами общаться? Кто хотел бы с вами дружить, иметь отношения, встречаться? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпке, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, кто ищет со мной общения и встреч? И главный вопрос, зачем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте посмотрим, кто ищет с вами общение, для чего, кто эти люди, либо человек, зачем это все. Так, мои дорогие, очень интересно. Во-первых, вы очень интересный и разносторонний человек. Люди это видят, замечают. Вы, знаете, вот хочется сказать, у вас какой-то авторитет есть. Ваше мнение, оно особенное, уникальное. И оно всегда правдивое. Вот если вы общаетесь с людьми, то вы всегда говорите и честно, и прямо. Вы не любите теней. Вы идете по светлому пути. Люди это видят. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но тем не менее, своя жизненная позиция, свой такой, знаете, вот прямой, острый взгляд заставляет людей вас и уважать. Кто-то и побаивается, и тем не менее люди к вам тянутся. Вы знаете, вы прекрасная подруга, прекраснейшая. Вы прекрасный товарищ, прекрасная соседка, коллега замечательная. Люди это видят. Смотрите, вот есть в вашем окружении человек, но он скорее даже не в вашем окружении, да, может быть, и раньше был в вашем окружении. Человек, с которым у вас была связь. Связь была и любовного характера, могла быть и дружеского, ну или просто вот вы были какими-нибудь, может быть, там сокурсниками, одноклассниками, может быть, вы были коллегами. Человек либо был с вами в отношениях, либо очень хотел этих отношений, но так сложились обстоятельства жизненные, что вы сейчас не вместе. Между вами есть дистанция, между вами есть расстояние. Этот человек ищет с вами возможность на общение. То есть хотел бы проявиться, хотел бы поговорить, написать, вступить в отношения с вами, да, пусть не любовные, но хотя бы дружеские для начала. У человека к вам остались очень теплые чувства. И чем старше становится этот человек, вот чем больше времени между вами проходит, тем больше он осознает. Вы ему снитесь, да, и он осознает, что он в вас нуждается, что вы для него уникальная была, и что это шанс, это возможность, верит в то, что с вами можно действительно построить крепкие, стабильные отношения. В целом человек ищет любви. Но для начала готов и просто на то, чтобы вы его принимали в свой круг общения. Если это какой-то ваш бывший, который, например, там бывший муж, бывший парень, с кем вы очень, так скажем так, жестко разошлись, да, либо разошлись с какими-то претензиями, то человек постоянно думает, вот как мне покаяться. И мысли у него, знаете, немножечко не в ту сторону идут. Ему бы просто прийти, попросить прощения, да, вот прям сказать, ну дурак был, ну прости, ну молод был, горяч, да, ну мало ли как. Нет, он думает, что надо вас чем-то подкупить, что-то нужно вам вот прям прийти таким вот, я не знаю, там принцем на белом коне, да, на белом, может быть, там Глитвагене приехать к вам и сказать, смотри, чего я добился, смотри, какой я крутой, смотри, что у меня есть, да. Не упусти меня, дай мне возможности, я с тобой поделюсь. Но и тут же он и понимает, что вы же не меркантильная, вы не ищете богатств, вам важен человек, и вам важны равноправные честные отношения. Знаете, вот он сейчас ищет, вот прям пытается нащупать тот подход, который бы дал бы ему 100% результат. Он подозревает, что если что-то не так, либо до сих пор вы в обиде, вы просто укажете на дверь. И это для него самое страшное. Вот поверьте, возможно, в последнее время даже вам тоже мог этот человек сниться, либо вы о нем случайно там вспоминали. Знаете, что это его энергетика. Она уже до вас дотронулась. То есть он мыслями живет, вернее, присутствует в вашем поле. Так сильно ему хочется к вам. Дальше смотрим. Человек, который на работе у вас есть, но это, скорее всего, женщина. И женщина либо коллега, либо начальница. Женщина очень такая, знаете, нервная,
переживательная, вся такая на эмоциях. И по большей части старается держать какой-то, вот я не знаю, как... Вот она типа все знает, она все умеет, у нее все самое лучшее, она во всем разбирается, во всех вопросах она там сверхкомпетентная. Вот этой женщине вы как кость в горле, потому что когда она говорит, и, например, вы вступаете в разговор, все внимание на вас, а она такую конкуренцию терпеть не может. Она, может быть, вам улыбается, может быть, фикает в вашу сторону, но тем не менее. То есть женщина вас считает угрозой своему, например, какому-то авторитету, да, либо своему положению. Здесь, кстати, может быть ситуация какой-то конкурентной даже борьбы. Может быть, вы конкурируете с какой-то женщиной, например, за мужчину, либо внимание мужчин, либо действительно позицию, либо лидерство в коллективе. Знаете, что эта женщина хотела бы с вами дружить на самом деле, потому что, ну, вы очень интересный человек, реально очень интересный. И знаете такую вещь, когда она находится в своем кругу, например, ну, дома, там, да, со своими близкими, то она вас цитирует и выдает ваши мысли, слова за свои. Понимаете? Вот так вот происходит. С этой женщиной вы еще столкнетесь. И, может быть, даже столкнетесь и не раз. Я вас заклинаю, только не входите в зону вот именно открытого конфликта. Вот это нельзя. Потому что она настолько истеричная, настолько она паникерша, настолько она, знаете, неугомонная женщина. Оно того не стоит. Лучше. Вот у вас прекрасная есть возможность ее вот словами, да, морально угнетать. То есть ваше слово, вот вы скажете одно слово, но оно настолько вот весомое, да, ее сразу к земле давит. Ей, чтобы вас там, например, хотя бы до вас дойти, там, я не знаю, нужно 100 слов сказать, и она это знает. То есть в споре, причем таком, знаете, не крике, а вот именно догмами, да, когда вы будете меняться, она 100% проиграет, и она это знает. Она может вас провоцировать именно на вот такие истерические моменты, да, когда вот прям ругня, ссора такая дикая происходит. Не допускайте этого момента. Вы знаете, этой женщины, у нее что-то произойдет, что-то с ней случится, и вы еще в будущем ее жалеть будете. Подругами, конечно, вы не станете, но тем не менее она успокоится. У нее появятся другие вопросы, дела, может быть, связанные с ее личной жизнью, либо со здоровьем. Она полностью уйдет туда. Ей будет уже не до конкуренции. Знаете, даже может быть такой момент, что она вот прям, знаете, как увянет, да, вот прям много сил, энергии потратит, плюс там какие-то вот прям действительно сложности произойдут, и она, ну, не будет времени, да, на вот этот ее пафос, который сейчас происходит. Поэтому не переживайте. Дайте время, вся эта ситуация, она уйдет. Соседи у вас какие-то интересные. Там как будто бы вот либо пожилой человек живет, либо пара пожилых людей. То есть эти люди, они вас очень уважают. Они, знаете, вот смотрят на вас и восхищаются. Какая вы умница, какая вы молодчиночка, как вы хорошо выглядите, аккуратная, что дома у вас чисто, дети у вас приятные, там муж всегда там с иголочки, да, одет, если есть, да, если нет, сами живете, то вот прямо, знаете, хотели бы они видеть вас в роли своей дочери. Вот прям восхищение идет. Они люди ненавязчивые, но тем не менее они будут искать пути, как бы с вами сблизиться. Им хотелось бы именно даже не вашего участия в их жизни, а чтобы была возможность именно с такой интересной, красивой, милой девушкой общаться. Вот, знаете, какой-то момент даже, может быть, если вы пойдете на это сближение, если вы подружитесь с этими людьми, либо с одним из этих людей, то когда-нибудь даже вас дочкой назовут. А может быть, так сложится, что эти люди, вы знаете, они могут сыграть даже важную роль в вашей жизни. То есть кто-то получит предложение, да, ты за мной досмотри, а я тебе, например, квартиру отпишу, либо я там какую-то собственность тебе передам. То есть даже такой разговор может быть. Если вы согласитесь, будет прекрасно. Прекрасно и для вас, и для этих людей. Они люди интеллигентные, вы человек интеллигентный, вы найдете общие темы. Вы не будете друг другу раздражителями. Вы наоборот, если с этими людьми начнете вот прям плотно общаться, они даже вам могут помочь в каких-то важных делах для вас. Может быть, какие-то связи, может быть, какие-то знакомства. В любом случае, вы не проиграете. Если у вас есть возможность потратить время на общение с этими людьми, дружите, общайтесь, ничего плохого не будет, только лишь позитивный момент.
Дальше у вас тут идет какой-то вот парнишка, но я не могу понять, где он. Это молодой человек, моложе, чем вы, и причем даже если вы вот совсем молоденькая девушка, да, там вам 18-20 лет, то ему гораздо меньше. То есть там разница, знаете, такая существенная, то есть 5-10 лет. Вы ему как женщина нравитесь очень. Я бы даже сказала, что это первая любовь. Такая юношеская, первая, настоящая, искренняя любовь. Он по вам мается. Вы знаете, вы вот он вас видит, да, и солнышко ярче светит. Когда нет возможности вас увидеть, он грустит, он тоскует, он переживает, а что с вами, где вы, что происходит. Вы знаете, такая вот прям милота идет от этого паренька. Конечно, он к вам не подойдет, конечно, он к вам не приблизится. Кстати, у кого-то может отыграться, что это брат, например, вашей подруги. Да, вот даже такой момент может быть. Либо сын, да, вот если вы уже так более-менее взрослая женщина, да, вот прям сын может быть. И настолько он сильно влюблен, и прям вы можете даже ощущать. И если вдруг, ну, я понимаю, что может быть даже какое-то дискомфортное у вас ощущение от этого, я вас умоляю, проявите доброту к этому человеку. Конечно же, тут речь не идет об отношениях, здесь именно идет доброта человеческая, милосердие. Вы первая любовь, вы понимаете, если вдруг он, ну, от вас почувствует какой-то негатив, либо угрозу, но это как травма для него будет на всю жизнь. Конечно же, это не ваша вина, что он в вас влюбился. Хотя, может быть, отчасти и ваша, потому что вы очень яркая, вы очень заметная. Вы знаете, дайте возможность этому пареньку хотя бы просто, ну, с вами здороваться, да, либо иногда, если есть вот общение, да, какое-то, спрашивайте, как у тебя дела, там, может тебе что-то подсказать, что-то помочь. Для него это будет самое лучшее. И ту добрую энергию, которую он к вам посылает своей любовью, вы тоже можете ее ощущать. Еще момент очень важный. Есть кто-то вот у вас где-то буквально за спиной. Человек, это мужчина, и человек этот вами любуется. Но этот человек, он не свободный, либо у него есть какие-то проблемы. То есть он не может, ну, вот подойти и сказать о своих чувствах. Вообще не может. Очень закрытый человек. Может быть, он вообще такой, знаете, вот сам себе молчун. Сидит, молчит, там ни с кем не общается. Но знайте, что человеку вы очень симпатичны, очень нравитесь. Он себе запрещает вас любить. Он запрещает лишний раз там на вас посмотреть. Но с другой стороны, есть симпатия. Знаете, вот как его узнать? Тот, кто меньше с вами общается и больше от вас, скажем так, убегает, да, вот вы идете, он вас увидел, раз развернулся, пошел в другую сторону. Это именно он, именно этот человек. Важный момент еще, который я хотела бы отметить, это касается тех, у кого есть дети, и дети учатся в школе. Вот есть женщина такая в возрасте уже, учительница, может быть, директор школы, может быть, зауч школы. Эта женщина недовольна поведением, например, ваших детей. И она вас винит в том, что вы, например, это все делаете. И вот у нее прям зреет вот это желание с вами поговорить. Права ли она, я не могу сказать. Скорее всего, нет. Потому что как педагог она должна понимать, что каждый ребенок, он, ну, растет, развивается. Да, дети меняются на глазах. Сегодня он балованный, завтра он самый послушный, самый лучший. Да, либо наоборот. Там, и отличник может иногда, да, попадая в сложные ситуации жизненные, в депрессии и прочее, может немножечко потерять в успеваемости. Вот у нее вот прям зреет это вот желание с вами связаться, поговорить, там вас, может быть, за что-то поругать, да, что вот вы там мало внимания уделяете. Кстати, может даже момент такой быть не связанный с учебой, но связанный с какой-то ответственностью. Может быть, они там деньги на что-то собирают, а вы, например, не сдали, либо как-то задерживаете выплаты какие-то. То есть, прям, знаете, вот с таким вот негодованием, да, вот как так, как вы это можете делать. Если эта женщина с вами свяжется, ну что тут сказать, постарайтесь ей доходчиво, без всяких горячих таких слов, да, хотя я вижу, что будет хотеться, объяснить, что у меня такое положение, такая ситуация, своим там ребенком я занимаюсь. Если что-то там не так, да, не надо там, например, ребенку что-то высказывать, говорите мне напрямую. Если что-то у нее есть претензии, там, более там, серьезного характера, сообщите, что вы обратитесь в высшие инстанции, что вы можете там, призвать какую-нибудь комиссию, чтобы разбирались. То есть не дайте этой женщине вас запугать. И еще такой важный момент, чтобы вы понимали, верьте своему ребенку. Вы понимаете, учителя, да, они и взрослые, авторитетные и прочее, прочее. Но вы как мама,
вы должны верить своему ребенку. По крайней мере, если ребенок вам, ну, скажем так, не договаривает, либо искажает информацию, вы материнским сердцем это почувствуете. На это есть причины. Может быть, действительно, ну вот есть такие, знаете, вот люди, особенно старой закалкой, они такие вот прям дотошные, такие вот прям какие-то, не знаю, там скрупулезно противные, даже я бы сказала. То есть какие-то вот завышенные претензии идут. Это я вас хотела предупредить. И еще запомните вообще себе на будущее и на всю вашу жизнь. Вы очень симпатичная, вы очень интересная. У вас какая-то необычная красота. То есть у вас нетипичное лицо. Вот есть какие-то вот особенности, которые вы считаете недостатками. Но это и есть ваша изюминка. Это привлекает внимание. Вы очень многим нравитесь. Мужчины вот прям заглядываются. Но заглядываются они вот прям, знаете, так со спины, да, через плечо. Очень неудобно им показать свой интерес, потому что вы очень строгая. Вы такая, знаете, у вас взгляд суровый, холодный взгляд. Жизнь вас такой сделала. Вы женщина нелегкого поведения, да, такая вот не, ну вот есть такие женщины, да, легко знакомятся, там 1001 знакомый, там 10 раз замужем была. Нет, это не ваша история. Вы очень требовательная, и взгляд у вас такой строгий, и вы иногда себе вот блокируете новую энергию, да, чтобы входила в вашу жизнь, чтобы вот знакомились с вами, общались с вами. Кажется, что я там уже и не симпатичная, и многим наоборот. Вы очень многим нравитесь, вы очень симпатичная. Я даже сказала, что красота у вас какая-то, ну, особенная, уникальная. И знаете, вот еще раз повторюсь, да, вот свои слабые стороны, которые вы в себе видите, подчеркивайте их, потому что это на самом деле не слабая сторона, а именно вот часть вашей уникальности. И это ваша изюминка. Мои дорогие, вы очень симпатичные люди. Пользуйтесь тем, что дала вам природа. У вас все гармонично. И внешность, и внутренность. Да, конечно, вы склонны к переживаниям и склонны уходить в себя. И поэтому вы не видите всех тех, кто к вам тянется. А люди к вам действительно тянутся. Тянутся за вашим умом, за вашим справедливым взглядом, за вашим умением быть честной и откровенной, за вашим добрым сердцем. Вы очень интересная. Помните об этом всегда и просто посмотрите по сторонам. Вы увидите 1001 восхищенный взгляд. И все эти взгляды будут ваши. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.